Готовы сыграть в экстремальную игру? У меня в руках пневматическое ружье, которым я могу застрелить вас, но этого я делать не буду, потому что мы на пейнтболе, и прямо сейчас будет очень зрелищно. Перед тем, как выйти на полигон с естественными и искусственными укрытиями, нужно пройти небольшой инструктаж. Ребята делятся на две команды по цветам. Как только вас ранили красочным выстрелом, отправляйтесь во внеигровую зону. Игра начнется для вас снова после того, как команда успешно пройдет или провалит эту миссию. Игра может развиваться по нескольким сценариям: штурм, стенка на стенку или другие миссии. В любом случае, если тебя подстрелили и на тебя хотя бы капля краски, то ты выбываешь. Чтобы мама вас не отругала за синяки на коже или за грязную новую одежду, которую она купила только вчера, вам понадобится эта экипировка. Но самое главное, это, конечно же, голова, поэтому первым делом надевайте маску. Гора новостей в пейнтбольном парке Рубикон. Он самый крупный из тех, что расположен в городе. Площадь территории более 30 тысяч квадратных метров. Имеется освещение, серьезный подход ко всему. Скажи, Саша, у тебя была какая-то тактика? Потому что вы победили, а вы победили явно не просто так. Ну, в основном у меня тактика была снайпера. Вся моя команда, трое, побежала обходить их с правого бока. Я побежал по центру здания, прикрывать их. И в основном убил с помощью этого двоих. Вот я и многие ребята здесь пришли играть первый раз. Скажи, какие ты можешь им дать советы? Ну, во-первых, вот я что у противоположной именно команды заметил, то, что они просто спокойно ходят по базам, и то есть они как бы в основном не передвигаются, они все вместе сидят в одной точке, и их очень легко заметить. Пейнтбол — это командная игра, для победы нужно действовать сообща. У команды должна быть определенная тактика. Постоянно нужно помнить, что при удачном выстреле и попадании в противника оболочка шарика раскалывается, а на игроке остаются следы краски, и он выбывает из игры до окончания миссии. А вне полигона игровое оружие, то есть маркер, не приносит столько радости. Скажи, Марцеля, как устроено это оружие? Получается однозарядный. То есть один раз выстрелил, много раз нельзя стрелять. А дальше здесь есть предохранитель, и здесь есть магазин, и вмещает он 200 патронов. Плюс рукоятка и баллон, как сказать, с гадом, да? И заглушка. Как ей пользоваться, чтобы за первые 30 секунд не использовать все патроны просто так? Надо сначала найти цель, дальше на нее прицелиться и так сделать, чтобы она вышла на видное место. И либо обойти ее сзади, стрелять. Если ты подойдешь на 5 метров и меньше к цели, надо сказать слово, например, «килл», «убил», так. На сегодняшний день пейнтбол — это самостоятельный вид спорта. Например, летом в Уфе на этом же полигоне пройдут чемпионаты по пейнтболу. К нам съедутся спортсмены из всего Приволжского федерального округа. Первая игра в пейнтбол в нашей стране состоялась в 1992 году. Молодой вид спорта, но зато какой перспективный. Пейнтбол уже давно не просто развлечение, это самый настоящий спорт. И если вам нравится где-то там в компьютере поиграть в стрелялки, то здесь вам несказанно понравится. Руслан Николаев, Равшан Аршудов специально для Горы новостей.